Почему киргизская СМИ ни в каком своем новостном портале или на сайтах не говорит о том, что они стреляют в мечеть во время конфликта, в котором представители обоих стран договорились о мире без огня? Они посредством военных беспилотников «Байрактар», купленных из Турции. Не знаю, в мечети проводились молитвы. Они хладнокровно бросили бомбу прямо в толпу, которые там были, и много человек получили смертельные ранения. Это были обычные люди, просто взяли и убили всех. Допустим, зная и видя, вы вторглись в дома и сжигали простой народ. Почему вы об этом не говорите, не показываете, как было у себя в новостях в Киргизстане? Ваша демократия, ваш патриотизм, куда она делась? Почему до сегодняшнего дня у вас было много президентов, меняли правительство, и никогда у нас с вами не было конфликта? И этот вопрос всегда остается без ответа. Но сейчас, когда власть взяли несколько людей, бывших тюремщиков-экстремистов, и вдруг началось недопонимание войны, и беда на голову таджиков и киргизов, это все единственный вопрос. Второй вопрос в том, что как начался ШОС и начались военные действия. Они просто хотели привлечь всех государственных лидеров к себе во внимание. Жаль, но у них это не получилось. Сегодня все говорят, что таджики виноваты. Все приграничные финансы нагло берет этот Камчибек Ташиев. У вас не один президент, у вас несколько. Только в бумаге прописан, что один президент. Этот Камчибек Ташиев даже не слушает своего президента. Президент на сессии ШОС, а Камчибек Ташиев в своей волне работает по-своему. Пока наш президент не вмешался, он не останавливался. Наш президент стратегически разумно понимающий человек. Эта власть не только с нами, но и с узбеками и казахами сегодня не в хороших отношениях. Сегодня мы учимся инязе в вузах в доступных президентских квотах. Все с поддержки Эмомали Рахмон. Потому что в этих трудных случаях каждый гражданин должен быть с родиной. Эти дипломы, эти сертификаты не для того, чтобы вы этим гордились, ходили. Вы должны участвовать и быть с родиной в эти сложные дни. Мне 100 раз объясняют: ты доктор, зачем тебе политика, иди своими делами займись. Если я не буду это делать, то завтра придут и заберут наши земли. Вот, пришли и напали на границу, завтра придут нападать к нам. Прям домой зайдут, и ты не сможешь ничего сделать. Вот для этого изначально нужно оберегать себя. Я горжусь молодыми солдатами, чтобы мы свободно жили и спокойно жили родители, дети были в семье. Они свою жизнь там отдают. Стоят на границе, на посту, видя, что над головой пролетают беспилотники, и не зная, когда в тебя бросят бомбу, и ты умрешь. Это очень сложно, вы должны это понимать. Я прошу и хочу всех иностранных и русскоговорящих людей. Если вы не хотите себя показывать, то прошу, эти мои обращения переведите и заливайте в соцсетях. Я буду рад этому. Прошу вас, не будьте равнодушными. Сегодня не время быть неравнодушным. Я простой медбрат. Я и политика несовместим. Но сегодня речь не о политике. Речь о защите Родины, защите семьи и близких. И на этом пусть Аллах вам судья. Буду ждать и верить, что кто-то эти мои слова переведет. Всем вам мира.